Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Алейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Ради блага народа. دائما قيول زمن شكحسنا ومقدس سانش داغري تيرا تخوسا سادق دايتين ديوش دال قبول саадольцунис. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал финансовую помощь жителям региона. Духовное начало. Я Аллах! Я Аллах! Я Рахман! Я Рахман! Я Рахим! Я Рахим! Расскажем о девушке, которая обучает малышей священному Корану и намазу, превращая занятия в радостное событие. Забота о птицах. Таких кормушек здесь 17, и каждая из них – это результат кропотливого труда. В дендрологическом саду установили новые кормушки для пернатых. О маленьких орнитологах расскажем в этом выпуске. Пятница – дар и благословение для верующих, когда они могут стать ближе к Творцу. В этот день мусульмане устремляются в святыни для чтения обязательной джума-молитвы. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба-намаз в мечети имени любимого дяди-посланника Хамзата. Богослов Магомед Саралеев рассказал, что после смерти с человеком остаются только его праведные деяния. Он отметил, что мусульманин обязан быть богобоязненным, строго следовать предписаниям религии, проявлять честность, милосердие и уповать только на Аллаха. Также верующему следует стремиться к саморазвитию как физической, так и духовной силы. ليرمي بوسلنا ديل يرسم با صلى الله عليه وسلم شهرني دنيا شحق دوات خوشون حل خر دوات حديا شو السد عما دال لها وحدق اشوهون اذا حدنيا دحني دو حبا خنبو شاء الله هو دوات حديا اسكشو وحشوما دلنها يغير شوهون اذا حديوز البوهون حكشو سويل شويروات حسوچو ما ويلنا حوت سوچو سوچ ساديوز هو واتون شاء الله دوت يوهون قالوا هو دوت ملو الجبا ديل اسنو صلى الله عليه وسلم حدين ولش حسحل دلج حكش ويجيش حقيمتين ريتش حتو يسمع جوكاتشلتا هون اولي داتو شو دوت وهون يملو الجا اهين خلو العمل هون با يحي دوت لرويلا يحي دوت خزويلا با ديل اسنو صلى الله عليه وسلم عمر ديل ريس خيلتو حيخان بي حق عمر الجا ما قاش محيخان بخ ولر الي با عمر ديل ريس خيلتو قيت مول الله دال دنيا شا يقشل خان شاريز ولش شيخ كيرا كير شيخ قلويل وين يقالو هو دوتا ديل اسمه صلى الله عليه وسلم ويتن خلول ايوي عمل يخزي اللويل وين شاء الله ديل ريز وش عمل يقل خير اللويل وين سياز ما تشقاش دول لقوا الله دال. На Харьковском направлении чеченскими подразделениями успешно уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С-3 «Акация» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. Самоходную гаубицу выявили и нейтрализовали операторы БПЛА батальона «Ваха» 204-го полка «Ахмат» при взаимодействии с 245-м мотострелковым полком Министерства обороны Российской Федерации. По информации, «Акация» была обнаружена замаскированной в лесополосе, а затем уничтожена FPV-дроном. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров с инспекцией посетил новую ледовую арену, которая строится в Грозном. Проект реализуется благодаря соглашению между региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и фондом «Газпром. Социальные инициативы». Арена станет первой в регионе площадкой, соответствующей стандартам турниров федерального уровня. Комплекс площадью 15 тысяч квадратных
квадратных метров, будет включать 2 хоккейных катка и трибуны на 500 зрителей. Готовность объекта оценивается на 50%, а открытие запланировано уже на этот год. Министр ведомства также поблагодарил главу республики и президента благотворительной организации Аймани Несиевну за поддержку развития спорта в субъекте. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Денежные средства распределили нуждающимся семьям. Слова признательности за поддержку звучали от каждого получателя. Продолжит Рамзан Абуев. Слова искренней благодарности звучат в адрес главы и президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благотворительная организация провела очередную акцию помощи нуждающимся. Общая сумма розданной финансовой поддержки составила 100 миллионов рублей. Региональный общественный фонд готовил доткон ахчанта юамукшалш дюнда готадеш сайна халха малхитомана одениртон дересхил элода суайманисина. Акция приурочена к празднованию Аль-Исра Аль-Мирадж, в ходе которого посланник Творца совершил ночное путешествие с заповедной мечети в Мекке в Иерусалимскую святыню Аль-Акса, а затем вознесся на небеса, где получил предписание об обязательном пятикратном намазе. دائما قيول زمن شكحسنا ومخدس سانش داغري ترى توسا صادق دايتن ديوش دال قبول صادول تنس دال دقو وينا ويمخكنا ويقومنا ديك بلخشبا هندسنا ويمخدا عال شوي الواقع ويل. Поддержка оказана жителям во всех районах, от равнинных до высокогорных. Ни одна малоимущая семья Курчалоевского муниципалитета также не осталась без внимания. Gotter meldistel humnat tajukaloots toon meldel humacholiets tojukaasho tatergoyes tasumuyeso Ramzan sundagur jo barkal erhun tuvesila harudelse ay tolerina toon tadja at meldistel huma Delse Ibrahim Poyumsan obul saardoil havezendeel. Dok na wastel de Aymanis Ramzans dieste tskhelens illa dal wotchumna degge butsubna. А эти кадры из Шали. Волонтеры доставляют финансовую поддержку адреса непосредственно на дом получателям. Помощь также направлена на населенные пункты Ачхамартановского района, охватывая всех нуждающихся. В высокогорном Веденском муниципалитете получатели помощи выражают признательность главе и президенту фонда Аймани Кадыровой. Рамзани тюнен аману дас обл саадойлсе чудок бухтуца дистиг рамзанс амекнан имани дас саадойлсе суисхолсда. Фонд регулярно проводит подобные акции. Это обеспечивает системную поддержку всем категориям граждан, остро нуждающихся в помощи и поддержке. В 2025 году фонд Кадырова оказал финансовую помощь более чем 100 тысячам жителей республики. Вместе с тем, в рамках улучшения жилищных условий предоставлено 535 квартир со всеми удобствами, возведено 6 домов и отремонтировано 15 жилых помещений. Рамзан Абуев, Руслан Магомадов, Ислам Нацуров. Вести, Чеченская республика. Айша Салаватова, преподаватель, для которого обучение Корану стало не просто работой, а делом жизни. Она много лет обучает детей священному писанию, делая этот путь добрым и доступным каждому ребенку. Как проходят духовные занятия, расскажет Мадина Кураева.
Для этих малышей это первые молитвы и первые осознанные слова о вере. А рядом всегда Айша Салаватова, молодой преподаватель с доброй улыбкой и мягким голосом. Я Аллах! Я Аллах! Я Рахман! Я Рахман! Я Рахим! Я Рахим! Айша учит детей основам религии, чтению сур из священного Корана, намазу, именам Всевышнего. Но главное, она учит их быть внимательными, уважительными и добрыми. Так, чтобы вера жила не только в словах, но и в поступках. Aisha to'lqin do'qin mazlum shu xalq so'zda olchalar mondik shoshlar Aisha to'lqin delit ershazun nozma wasam amela. Здесь поддерживают, подсказывают и обязательно хвалят. Игры, интерактивные задания, угощения и небольшие подарки превращают обучение в радостное событие, которое дети ждут с нетерпением. Сегодня у Айши около 100 учеников. Все они разные по возрасту и характеру, но для нее каждый особенный. Она знает, кто стесняется, кому нужно больше внимания, а кого достаточно ободрить улыбкой. Корану Айша обучает уже 10 лет. С детьми работает 6. Она признается, любовь к детям – это то, без чего здесь невозможно. И дети отвечают ей тем же – искренностью и доверием. Юг потом уже с курс моей ворхбаттан, курс ворхбаттан ищу. Цундера каждый курс я по этапно орези шиши хумду амаш ду харгиллакду шолох сурач амду Qur'an erkigi сурач amma juz yuqar elbsh amdu payg'ambar vozi tardelir salamashal xolsun deriz ish tqida. Айша уверена, знакомство с религией должно начинаться с детства. Мягко, бережно, с пониманием. Именно так когда-то учил ее отец, посадив за изучение Корана в 7 лет. Родители учеников говорят, что они возвращаются домой с уроков радостными и желанием делиться тем, чему научились. Также Айша вместе с командой работает над созданием детских мультфильмов, обучающих религии и другим важным ценностям. Персонажи озвучивают ее ученики. Проект пока находится в разработке, но в скором времени планируется его запуск. Мечта молодой девушки – открыть собственное медресе-школу для детей. Медресе Ясин находится в селении Цоти-Юрт. Именно здесь проходят занятия для самых маленьких учеников. Преподаватель Айша работает с детьми от 3 до 11 лет. Мадина Кураева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. На территории Грозненского дендрологического сада состоялось экологическое мероприятие. Участие в нем приняли дети из эколого-биологического центра. Какая работа была проделана юными защитниками братьев наших меньших, расскажет Медина Мударова. Эту мелодию 7-летний шейх Мухаммад разучил специально для птиц. Мальчик вместе с остальными воспитанниками эколого-биологического центра приехали в дендрологический сад для того, чтобы развесить кормушки для пернатых друзей. Приехали из Юнатки на автобусе.
Я принес свою скрипку специально, чтобы спеть это всем птицам, которые здесь находятся и не спят. Я не только пришел здесь попеть, а еще решил поставить скворечники. Они будут сидеть здесь, и им не будет холодно, как и мне в этой куртке. Участие в акции приняли работники Грозненского лесничества. Дендросаду такая помощь необходима. Здесь собраны уникальные виды растений, и пернатые помощники играют ключевую роль в поддержании здоровья зеленого фонда. Подрастающее поколение, чтобы они знали, с какими трудностями период сталкивается, и зимний, и летний период. И каждое высаженное дерево – это все-таки как бы наша экология. И мы знаем, что глава республики Рамзан Ахмадович Кадыров постоянно тесно уделяет внимание экологической безопасности. Поэтому эти акции, помимо «Вода России», эти акции постоянно нами проводятся. Именно в зимнее время птицы нуждаются в особой заботе. Теперь их встретят уютные кормушки и кормовые площадки. Таких кормушек здесь 17, и каждая из них – это результат кропотливого труда. Ребята постарались, чтобы будущим жильцам здесь было максимально комфортно. Подобные акции Министерство природных ресурсов проводит регулярно. Мероприятие не только укрепило чувство единства и ответственности у подрастающего поколения, но и вдохновило всех участников на дальнейшие свершения в защиту окружающей среды. Медина Мударова, Алисхан Кацулов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Завершилось первенство Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе. В заключительный день турнира состоялись решающие поединки, где самым зрелищным оказался финал. Кто одержал победу, расскажет мой коллега. На протяжении 3 дней около 400 атлетов со всего Северо-Кавказского федерального округа соревновались по вольной борьбе за право участвовать в первенстве России. Борцы проходили в своих регионах строгий отбор для участия в данном турнире. В заключительном дне проходили финальные противостояния в 3 весовых категориях. Самой захватывающей и интересной для зрителей стала схватка между представителем Чеченской Республики Сайдахмедом Абдурашидовым и спортсменом из Кабардино-Балкарии Эмиром Нагоевым. С самого начала спортсмены показали свои способности в партере, перехватывали инициативу, но в конце Сайдахмед, проигрывая с отрывом 4 балла, собрался и перевернул исход состязания в свою пользу, одержав победу со счетом 15-10. Саид Ахмед занимается данным видом спорта 6 лет и за это время уже выигрывал на различных турнирах регионального и всероссийского значения. Нужно отметить, что парень не проигрывал в течение 2 лет. Он подчеркнул, что в финале ему помогла поддержка родных стен. Старший тренер по вольной борьбе в Чеченской Республике рассказал, что главной задачей соревнований заключалась в том, чтобы атлеты показывали свои возможности и, конечно же, без травм. Ребята, альхамдулилла, все очень хорошо, достойно выступили. Те ребята, на кого я рассчитывал, вот они оправдали свой статус и стали чемпионами. Они провели хорошие схватки и заодно проверили себя, и свое состояние. И они все очень хорошо чувствовали себя на ковре. Но это не все. Победителям в данном турнире предстоит побороться в первенстве России, который пройдет через 3 недели в городе Каспийск. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Сайцелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.